Снег падал густо, как пепел. Над городом стоял черный дым. В разрушенном доме в центре Грозного засела группа чеченских бойцов, 4 человек, 2 из которых были тяжело ранены в результате минометного обстрела. Российская бронетехника продвигалась по улицам города, пробивая все на пути, обстреливая каждое здание, оставляя за собой убитых мирных жителей, своих солдат и десятки единиц своей бронетехники, уничтоженной чеченскими бойцами. Связи не было, боеприпасы на исходе. После крупных потерь русские решили разрушить его мощным обстрелом из 3 танков. Здание частично обрушилось, остались только несущие стены. Командир группы «Ислам», молодой воин из Курчалоевского района, принял решение. Он прикроет отход своих бойцов. «Уходите», — сказал он спокойно, перебирая последние гранаты. «Я задержу их». «Мы тебя не оставим здесь», — пытался возразить его младший брат. «Раненых нужно вывести. Делайте, что я вам говорю», — приказал командир. Он выбрал позицию у пролома стены, откуда просматривалась улица. Когда БМП и солдаты подошли ближе, Ислам метнул гранату и открыл огонь из пулемета. Машина загорелась, пехота залегла. Потом он переместился, снова ударил с другой позиции. Казалось, что в доме не один человек, а целая рота. Он держал оборону несколько часов. Это вечность в уличном бою. За это время его братья успели уйти и добраться до другой группы. Когда дом окончательно сравняли с землей, Ислам уже не стрелял. Ценой своей жизни он спас других. Потом, много лет спустя, его имя шептали в селениях, кто стал щитом, не прося славы. И сегодня люди помнят Ислама, но вслух об этих героях не говорят, так как Чечня оккупирована Россией. Это они писали историю своей кровью, которую хотят стереть предатели.